В эфире телеканалов Якутия-24, НВК Саха, программа «Утро Якутии». И эту новую рабочую неделю вместе с вами встречаем мы, Екатерина Винокурова, Павел Данин. Да, на календаре 20 декабря, понедельник, как ты уже сказал, начало новой рабочей недели. Все меньше остается времени до Нового года, поэтому понятно, что во время новогодней, предновогодней суеты хочется с утра просыпаться с максимальным зарядом бодрости, хотя это трудно зимой, согласен. Тем не менее, мы постараемся сделать все, что от нас зависит, все, что мы можем, чтобы этот день действительно начался бодро, интересно и подарил вам, это утро подарило вам энергию на ваше и свершение. самые позитивные эмоции. Кстати говоря, эту неделю мы объявляем неделей финансовой грамотности. На протяжении всех наших эфиров к нам будут приходить специалисты, с которыми мы будем говорить о финансах. Кстати, Паш, сегодня очень актуально и модно, я бы сказала, быть финансово грамотным. Также я знаю, что многие родители уже с малых лет своих детей обучают вообще прививают правильное отношение к деньгам. Вот ты, как отец, скажи, собираешься ли ты прививать своим детям? У меня есть классная фраза для прививания: денег нет. Прошу прощения, конечно, нет. Пытаюсь местами, где-то это ввиду возраста детей это трудно делать. Тем не менее, я знаю, что есть сегодня очень много интересных механизмов. Так, например, один из российских банков предлагает для родителей карту, по которой дети даже могут инвестициями заниматься. Но, тем не менее, хочу сказать, что в наше время, в наши школьные годы мы уже были финансово грамотными, потому что была такая история, как деньги на карманные расходы, деньги на обед в школе, и мы знали, когда вместо пиццы и чая можно что-то другое себе приобрести. Связано это ли с тем, как-то, что у нас теперь у всех гастриты поголовно? Ну, я не знаю, вероятно, да. Вероятно, да. Но не только о серьезных темах мы будем говорить. Так узнаем, как в необычном доме из соломы проживает обычная якутская семья. А также в нашей студии ожидается гость из Кореи. О чем мы с ним будем говорить, вы узнаете чуть позже. Оставайтесь с нами. Не забудем мы упомянуть нашу любимую тему снегурочек. Да, нам есть чем вас удивить. Также не забывайте, что работаем мы в прямом эфире. В этом эфире вы можете всегда принять участие, написать сообщение на наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Вот там есть QR-код, можете просто отсканировать и написать поздравления, пожелания доброго утра, вопросы гостям. Также, если у вас нет возможности посмотреть нашу программу по телевизору, вы всегда можете скачать приложение НВК Саха и прямо с телефона следить за нашими эфирами. Также не забывайте, что все эфиры выходят на нашем YouTube-канале. Достаточно ввести в строке поиска «Утро Якутии». Да, еще напоминаем, что мы проводим конкурс на украшение двора частного дома, подъезда многоквартирного дома, двора многоквартирных домов. Подробнее, куда что отправлять, мы уже говорили, еще сегодня скажем. Ну, самое главное сказать, что на этой неделе конкурс закончится. 24 декабря в пятницу мы обязательно подведем итоги, озвучим победителей. И вот, кстати, на экране появляется почта, куда свои работы можно отправлять. Да, это «Утро Якутии» @mail.ru. Ну а далее давайте знакомиться с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 44-46 градусов мороза. В заречной группе 43-49, в южных 35-38, в вилюйской группе от 45 до 47 градусов. В нижнеленских 43-45, в западных 45-47 градусов, в Колымы-Дигирских 27, местами 52 градуса сегодня, в Янских 30-47, на северо-западе 24-30 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 44 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, временами туман, ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем в городе Якутске составит 39-41. В Аймеконе сегодня 50, в Верхоянске 51. Также спешим сообщить, что сегодня для учащихся с 1 по 5 классы в городе Якутске объявлен актированный день.
Ну вот, собственно, наступили якутские холода, о Морозы. которых предупреждали синоптики. Хотя прошлый год, мне кажется, был намного холоднее. Ну вот, говоря про холода, всегда интересно, да, где эти холода можно переждать. Кать, как ты думаешь, какой дом самый теплый? Ну, наверное, каменный. Каменный, обустроенный, деревянный, возможно. Да. Ну, я думаю, что самый теплый для наших морозов — это дом с миллионами слоев теплоизоляции. Но, как выясняется, самым таким теплоизоляционным материалом вполне себе могут быть блоки из соломы. Надо же. Они, да, они хорошо сохраняют тепло, при этом в нем, оказывается, можно очень хорошо выспаться можно. Вот. Ну и, к слову, о соломенном доме. В одном из таких домов, которые построили жители Якутии, побывала наша съемочная группа. Давайте узнаем все-таки, что это такое соломенный дом и действительно ли в нем так классно во время холодов. Если бы поросенок из известной сказки знал о современных технологиях, его дом из соломы не только бы не разлетелся от дуновения, но был бы одновременно теплым, долговечным и огнестойким. Соломенный дом, построенный год назад в амгинском селе Покровка, обладает всеми вышеперечисленными качествами. Идея возведения такого дома пришла к Михаилу Александрову задолго до его воплощения. 31 год назад Покровка приехал. И смотрю, сколько зерна, сколько соломы, на полях сжигается, все. И так все с самого начала думал, что эту солому куда-то применить, наверное, может. В смысле, в строительстве. Эта мысль давно была. Михаил скрупулезно изучил мировой и российский опыт строительства жилья из соломы. За основу была взята немецкая технология изготовления панелей. Местное зерноводческое хозяйство бесплатно выделило сырье. Известный предприниматель, к которому обратился Михаил, помог с деньгами, и дом мечты был построен. Очень быстро и легко. И специальных навыков не надо. Результаты испытаний у нас деревянное в основном строительство в Якутии, в сельской местности. И 4 раза теплее, коэффициент теплопроводности. До 3 этажей можно строить дома такие. К тому же при растущей стоимости традиционных стройматериалов солома обладает явным преимуществом. Такие дома строить примерно в 2 раза дешевле, чем брусовые. В прошлогоднюю зиму почти в 60-градусные морозы в доме было тепло. Дочка и внучка хозяина живут здесь почти год и не нарадуются. Изначально, когда папа собирался соломенный дом, на самом начале этого проекта смеялись, будем как у поросята жить. Сказка ниф-ниф, наф-наф-нуф-нуф. Но на самом деле, мне кажется, намного лучше соломенный дом, чем брусовый. И что я еще скажу по поводу самого дома. Здесь конопатки нету. Здесь совсем по-другому дышится. Сплю хорошо. Михаил мечтает по такому же принципу, чуть усовершенствовав, построить теперь кемпинговые домики для туристов, которых летом в Амге бывает много. Однако для этой идеи вновь нужны инвесторы. Внутри соломенный дом выглядит как обычный деревянный. Полы, стены обшиты, окно, как в обычном современном доме, пластиковое. Единственное отличие – это наличие так называемого окна правды. Здесь видно, из чего на самом деле построен этот дом. Жители села очень интересуются, но пока заказывать такие дома не решаются. Но автор проекта уверен, что такие дома в будущем можно будет в Якутии строить массово. Как утверждает строитель-энтузиаст, сейчас его проект, подкрепленный положительными заключениями экспертных организаций, власти республики всерьез рассматривают как альтернативный вариант для строительной отрасли. И, может быть, скоро его мечта воплотится в новых домах для сотен сельских семей. Туяра Филиппова, Семен Семенов, село Покровка, Амгинский улус. А дом на самом деле-то выглядит очень даже неплохо. Да, я вспомнила сказку про 3 поросят, там, где Наф-Наф построил дом как раз-таки из соломы, но оказался самым глупым, да? Кто бы мог подумать, что сегодня он просто немножко просчитался. Не очевидно, скорее всего, не такой финансово грамотный человек, не человек, конечно, все мы сказку читали, знаем, кто он, но, тем не менее, доля
вот этого момента, когда можно поговорить про финансовую грамотность, в этой сказке присутствует, потому что были более дорогостоящие материалы, дом бы выдержал всех волков. И вот про финансовую грамотность мы сегодня и всю неделю будем разговаривать. Да, в нашей студии Рита Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности. Доброе утро, Рита. Доброе утро. Да. Ну, первый вопрос такой обобщающий, да, в двух словах, потому что мы всю неделю будем говорить про финансовую грамотность. И вообще сколько лет мы говорим на эту тему? Уже много лет. Насколько сегодня население финансово грамотно в Якутии? Так, ну у нас, скажем так, по Якутии показатели по уровню финансовой грамотности не такие плохие, как в среднем по России. Мы идем на среднем уровне, не скажем так, что у нас уровень финансовой грамотности высокий, да, вот, и поэтому создан центр, региональный центр компетенций по финансовой грамотности. Мы в начале года с вами встречались, и еще тогда мне нечего было сказать, мы говорили о том, что он только открылся, да, но сейчас уже у нас есть огромный багаж проведенных мероприятий, больше 100 мероприятий мы провели, больше 30 тысяч якутян, жителей республики, стали участниками наших мероприятий. Это и школьники, и взрослое население, и пенсионеры, и все нам идут навстречу. Это так, просто это классно. Вот поговорим о работе центра, еще впереди немного, да, уточняющий такой вопрос. Вот уровень финансовой грамотности, он по каким показателям там, по региону, допустим, измеряется? По региону он измеряется по уровню владения навыки и компетенции в целом, да, как бы управление финансами и так далее. Вот мы проводили такой некий мониторинг, и выяснилось, что ну, вот в основном как раз навыки у нас, они, скажем так, очень хорошо развиты, потому что люди умеют пользоваться своими финансами, и это радует. Умеют пользоваться и банковскими продуктами, потому что это тоже очень важно, да, потому что это один из самых основных правил, ну, вообще финансово грамотных людей, грамотно управлять своими именно финансовыми инструментами. Но еще и мы выяснили, что большинство наших якутян, их интересуют именно инвестиции. Вот. И это тоже как показатель именно уровня финансовой грамотности очень высокий, в принципе, потому что заинтересованность, когда человек начинает заинтересовываться именно каким-то направлением, да, особенно инвестициями, ими просто так не займешься, их надо изучать. И поэтому вот у нас такие, ну, я скажу, что показатели, в принципе, хорошие. Интерес есть. Вернемся к вопросу про региональный центр по финансовой грамотности. Вы сказали, что проделана уже работа, можно подвести какие-то определенные итоги. Расскажите конкретно. Так, ну мы провели очень много мероприятий. У нас были и олимпиады для школьников, у нас были конкурсы, у нас прошел семейный фестиваль «Семья. Инвестиции в будущее». Такое очень такое, скажем так, масштабное онлайн-мероприятие. Мы проводили дни финансовой грамотности, и буквально в конце года мы провели марафон финансовой грамотности для муниципальных районов, где каждый район республики принял участие. И нам было радостно, что все подключались, было очень много вопросов, и темы, которые мы предложили слушателям, они были интересны. А мы говорили именно об управлении кредитной нагрузкой, мы говорили о том, как можно получить кэшбэк от государства, да, это налоговый вычет. Мы говорили об инвестициях как раз. Мы говорили о том, вообще, насколько важна пенсионная грамотность и так далее. Вот такие вопросы мы в основном затрагивали. Ну и, конечно, приглашали сотрудников государственных органов, Министерства образования и науки, Министерства финансов, Министерства внутренних дел у нас выступали. То есть они говорили о финансовой безопасности, что очень важно в настоящее время. А каковы вообще, в принципе, правила финансовой грамотности? Вот можете какой-то такой портрет максимально финансово грамотного человека описать? Ну, конечно, финансово грамотный человек – это тот человек, который в первую очередь управляет своими финансами и знает, куда он тратит деньги. Вот это две простых абсолютно вещи. Он считает свои доходы и расходы. Вот это такой простой финансово грамотный подход к ведению своих личных финансов. То есть, если утрировать, можно сказать, что финансово грамотный человек – человек, который живет посредством. Да, да. Абсолютно. Некоторые думают, что финансовая грамотность – это про то, как стать миллионером, но, к сожалению, ну,
Мечтаю о том, конечно, чтобы люди, когда изучают финансовую грамотность, чтобы они становились миллионерами, чтобы они там зарабатывали свой капитал и так далее, и могли пополнять все свои активы и так далее. Но все-таки финансовая грамотность – это вот про то, как управлять тем, что есть у нас сейчас. Но мы уже сказали, что всю неделю будем говорить о финансах, о чем узнают наши телезрители и мы с Пашей на этой неделе. Так, в первую очередь, пойдем по порядку, да, вот о чем мы будем говорить. Нам бы хотелось, чтобы жители республики узнали, что есть онлайн-школа финансовой грамотности, что есть специальные ресурсы по финансовой грамотности для детей, которые разработаны методистами регионального методического центра Республики Саха-Якутия, который тоже работает на базе Якутского финансово-экономического колледжа имени Фадеева, как и наш центр. Да? Вот. Мы будем говорить об управлении кредитной нагрузкой, мы будем говорить о налогах, о пенсионной грамотности и об инвестициях, конечно, потому что это такая, как показывает опрос, да? Популярная это история. Очень. Вот. Тоже главный вопрос, как с центром можно связаться, или же все вот мероприятия, которые проводят с центром, они вот как такие событийные, сам центр объявляет, люди приходят, или же можно прийти и самому чему-то научиться? Сейчас мы принимаем заявки на проведение уроков для взрослых и для детей. Заявки принимаются по номеру телефона 8924 366 9091, или можно подать заявку на адрес электронной почты, который указан на сайте fingramyakutia.ru. Или можно написать в директ тот же адрес, то же название fingramyakutia.ru, пожалуйста, вот мы в Инстаграм. Рита, и в завершении нашей беседы давайте немножко анонсируем наш завтрашний эфир, о чем мы будем говорить завтра и кого ждем. Завтра придет в гости сотрудник библиотеки «Смарт», и она будет рассказывать о онлайн-школе. Отлично. Уважаемые телезрители, да, вы также можете присоединиться к нашей теме, да, к нашим беседам и отправлять интересующие вас вопросы на наш WhatsApp номер 8914 273 4488. А сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой мы вернемся, продолжим говорить о интересном, узнавать много нового. Но перед этим, конечно же, Рит, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Так, дали старт нашей недели финансовой грамотности. Вам спасибо большое. Спасибо, отличного дня. Спасибо. Группа компаний Колми представляет новинку этого года. Грузовой автомобиль Валдай Next. Надежный проверенный дизельный двигатель Cummins, 6-ступенчатая механическая коробка передач, модернизированная рама с хорошим запасом прочности. Бескапотная компоновка автомобиля обеспечивает лучшую маневренность. При этом объем перевозимого груза больше, без увеличения длины шасси. Автомобиль Валдай Next – это отличное решение для организации городских грузовых перевозок. Низкие эксплуатационные затраты, высокий уровень безопасности обеспечат бесперебойную работу вашего бизнеса. Грузовые автомобили линейки Валдай Next в различных вариациях вы можете приобрести в дилерском салоне ГАЗ группы компаний Колми. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Искренне ваш Колми, ваш надежный партнер. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Во всех 5 заречных районах энергетики восстановили электроснабжение по постоянной схеме. Несмотря на крайне тяжелые условия, плохую видимость, густой снег и низкую температуру, которая ночью опускалась до минус 50 градусов, бригады Маинских и Чурапчинских районных электрических сетей незамедлительно выехали на осмотр линии и в кратчайшие сроки завершили восстановительные работы. Увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан на трассе Колыма до 20 тонн. Об этом сообщило управление дорог Вилюй. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
По маршруту Нижний Бестях-Владивосток планируют запустить скоростные поезда. Соответствующее предложение озвучил Айсен Николаев, напомнив, что с этого года началось беспересадочное сообщение с Нижнего Бестяха до Владивостока, куда якутяне стали добираться на 13 часов быстрее. Глава Якутии рекомендовал продолжить работу по повышению уровня транспортной мобильности и уже в следующем году запустить по этому маршруту скоростные поезда. Кроме того, Айсен Николаев подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о стратегической цели – строительстве железной дороги до Магадана и дал поручение Кабинету министров работать в продвижении этого проекта. Глава республики Айсен Николаев проверил ход строительства кардиологического центра в Якутске. Объект находится на финальной стадии строительства. Установлено все оборудование, началась подготовка чистых помещений и оснащение кабинетов. При этом, как подчеркнул Айсен Николаев, в настоящее время самый актуальный вопрос – это организация работы диспансера. Так, в рамках объезда глава республики встретился с руководством кардиоцентра, его ведущими сотрудниками и министром здравоохранения. Считаю, что у наших врачей-кардиологов есть поистине уникальная компетенция. После ввода кардиоцентра мы практически все операции сможем проводить здесь, сообщил глава республики. Задача правительства, которую я ему ставлю, это добиваться от федерального Минздрава выделения как раз квот на проведение высокотехнологических операций здесь у нас в Якутске. Сейчас пока только 100 где-то получается здесь на территории республики по федеральной квоте операций проводить. Я считаю, что мы должны их проводить уже до 1000. И это вполне по возможности будет нового кардиоцентра. Настоящий подарок. Ключи от долгожданных квартир получили в канун Нового года обманутые дольщики дома по улице Каландарашвили, 38 в Якутске. В торжественной обстановке ключи новоселам вручил первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков. Этого события собственники жилья ждали более 7 лет. И только после того, как в ситуацию вмешался созданный в 2019 году региональный фонд обманутых дольщиков, проблему наконец-то удалось решить. Строительство второй очереди 179-квартирного жилого дома было приостановлено аж в 2015 году. Компанией-застройщиком тогда являлась обанкротившаяся чуть позже Северная строительная компания во главе с директором Михаилом Мерикяновым. Фонд обманутых дольщиков включил объект в реестр обманутых дольщиков, и только после смены застройщика удалось достроить дом практически с нуля. В целом же задача региона до 2024 года полностью закрыть вопрос со всеми обманутыми дольщиками. По 4 объектам уже реализуется на сегодняшний день механизм публично-правовой кампании. Застройщиком является республиканский фонд. Права застройщика переданы ему, и на сегодня мы находимся на стадии подготовки проектно-сметной документации. 2 объекта нежилого назначения, это 1000 мелочей, рядом с автовокзалом, уже находятся на завершающей стадии. Административное здание по улице Петра Алексеева, застройщик Чарон, будет завершен строительством в следующем году. Это «Утро Якутии». Вместе с вами встречаем день понедельник, начало новой рабочей недели. В Костроме к новогодним праздникам вновь установили фигуру Снегурочки. Да, в этом году сказочная красавица представляет из себя металлическую конструкцию, но при этом ее установка, ее появление вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей. Новогоднюю инсталляцию внучки Деда Мороза устанавливают в Костроме уже 2-й год. Но не все еще к ней привыкли и считают, что фигура не дотягивает до образа Снегурочки, которая должна быть самой красивой в стране. Данное сооружение точно не соответствует образу Снегурочки, потому что у нас Снегурочка самая красивая во всей стране. И должна, то есть, соответственно, если установили украшение, соответствовать Снегурочке. Данная конструкция ей не соответствует. Ее либо убрать нужно, либо доделать, чтобы она была красивой. В принципе, хорошо, красиво вечером. Это смотрится совершенно по-другому. Потому что днем-то, понятно, видно чисто скелет. Но с лицом можно поработать кого-нибудь электриков, чтобы лампочки, глаза, не знаю, там как-то стилизовать. Либо просто какую-то картинку на лице. То есть только с головой поработать. А так красиво смотрится. Выглядит не очень презентабельно. Все-таки это для привлечения туристов, скорее всего, сделано, а туристам, мне кажется, не особо понравится. Она чего-то вот такая серая, что ли? Нет, такая не нравится. Она должна быть красочней.
Интереснее должна быть. А это чего? Она и не видно. Серая как. Но есть и те, кому железная Снегурочка даже нравится. Да, в общем-то, мы неплохо к этому относимся. Эта Снегурочка уже зиму отстояла. Но были нарекания от местных жителей, что она немножко, когда выключена днем, немножко пугает людей. Вот, вблизи. Здесь она будет стоять на более отдаленном расстоянии, я думаю, что все будет хорошо. А какая она должна быть, Снегурочка? Вот на твой взгляд, по сказкам, какая она? Красивая, умная, хорошая. А вот эта Снегурочка какая? Ну да. Некоторые отмечают креативный подход к оформлению новогодней конструкции. Многие из города представляют больше ее в таком нежном платье, красивом, с красивой косой. Ну, на мой взгляд, это такой более современный подход. Ничего в этом плохого я не вижу. Как сообщают СМИ со ссылкой на городские службы, по окончанию зимнего сезона Снегурочку ждет модернизация. Местные власти планируют освежить краску на каркасе и установить новую подсветку. Так что следующей зимой внучка главного новогоднего волшебника сможет предстать перед костромичами во всей красе. Железная леди получается. Казалось бы, причем здесь премьер-министр бывшей Великобритании. Тем временем вы также можете украсить свой двор. Однозначно, неоднозначно это получится, зависит только от вас, от вашей фантазии. Мы объявили давно конкурс на украшение, лучшее украшение двора частного дома, двора многоквартирного дома, подъезда многоквартирного дома. Да, к нам уже поступают ваши работы, это фото и видео. Напоминаем, отправлять их вы можете на нашу почту utro@yakutiya@mail.ru. Да, при подведении итогов будем, конечно же, смотреть на яркость, интересность композиции, на работы. И уже первые работы нам поступают, мы их смотрим, нам все нравится. Ну, собственно, еще раз напомню, что видео или фотографии своих дворов, подъездов можете прислать на нашу электронную почту utro@yakutiya@mail.ru с указанием обязательно автора, местоположения дома и можете даже небольшой комментарий сопроводить. Имена победителей конкурса мы объявим 24 декабря. Победителей ждут прекрасные, замечательные призы. Так что участвуйте в нашем конкурсе, создавайте новогоднее настроение. К слову, тем временем 20 декабря на календаре, и вот по народному календарю именно с сегодняшнего дня начинается подготовка к чему? К Новому году. Как Вот ни что странно, делали в эти дни наши предки, узнаем в нашей рубрике «Даты и события». На календаре 20 декабря. Сегодня отмечают День работников органов безопасности, Международный день солидарности людей. По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого Амвросия, епископа Медиаланского. С этого дня прекращались развлечения и начиналась подготовка к Новому году и Рождеству. Хозяйки занимались уборкой дома, а мужчины резали свиней и домашнюю птицу, готовили соленья и копчености из мяса и рыбы. Молодые девушки садились за рукоделие. Они готовили праздничные наряды, которые помогли бы им привлечь внимание женихов. Мокрый снег в этот день сулит влажное и дождливое лето. События в этот день. Хан Едыгей отступил от стен Москвы. Окончание последнего крупного набега на Русь. Был подписан указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с сентября на 1 января. В США состоялась презентация работы «Лампы накаливания». Инженеры Александр Браун и Джордж Стилман из американского городка в штате Нью-Йорка получили первый патент на пневматические автомобильные шины. Была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В СССР введены трудовые книжки. В 2008 году в Санкт-Петербурге открылась первая станция Фрунзенского радиуса метрополитена – Волковская. В этот день родились Николай Богданов-Бельский, русский художник-передвижник, академик живописи. Мария Скопцова, русская поэтесса, монахиня, святая. Алексей Баландин, советский химик, основатель Отечественной научной школы в области катализа.
Дэвид Джозеф Бом, американский ученый, внесший вклад в квантовую физику, философию, нейропсихологию. Ури Геллер, израильский иллюзионист, экстрасенс и мистификатор. Ким Ки-дук, южнокорейский кинорежиссер. Именины сегодня отмечают Ян, Сергей, Петр, Павел, Нил, Михаил, Лев, Игнат, Иван, Дементий, Григорий, Василий, Антон. Сейчас хочется вернуться немножко, конечно, на минутку-две назад в прошлое, да, вспомнить Снегурку из Костромы, вот 8-метровую железную леди, и вспомнить, опять же, что у нас похожая история была, ну, с неоднозначностью. Это Снегурочка из Алдана. Из Алдана, да. Да. Тем временем, как бы, только в наших руках свое настроение новогоднее сделать. Так, студенты Актемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета изготавливают своими руками шары со сладостями Да, со внутри. сладостями внутри и раздают их особенным детишкам. Наш корреспондент Виолетта Засимова застала процесс изготовления шаров. Давайте посмотрим. Идея изготовления новогодних шаров с последующей раздачей детям с ограниченными возможностями принадлежит главному библиотекарю Чапаевской сельской библиотеки Надежде Максимовой. С этой идеей она вышла на руководство Актемского филиала АГАТУ. Те, в свою очередь, подобрали студентов для помощи в ее реализации. Студентам было предложено своими руками в технике папье-маше сделать новогодние шары с забавной рожицей и со сладким секретом внутри. Надежда Максимова сама лично обучала студентов этой технике не один день. По ПМ-маше мы с ребятами встретились уже вот сегодня 4-й день встречаемся. 1-й день основу сделали, потом уже закрыли, подарок вложили. И вот некоторые недостающие тоже вот сегодня доделали. И вот покраска и все остальное. Обрадовать местных ребятишек согласились 23 студента Актемского филиала, все из разных курсов. Например, студент 4-го курса специальности агроинженерия Егор Прокопьев не первый раз участвует в подобных акциях. Также он является волонтером и помимо детей помогает еще пожилым и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Дедушкам, бабушкам еще тут помогали во время наводнения. Ну, такие волонтерские обязанности, да? Активист, скажем. А вот первокурсница Виктория Третьякова, обучающаяся по специальности земельные и имущественные отношения, впервые принимает участие в такой благотворительной акции. Да и техника папье-маше для нее в новинку. Участвую, потому что хочу подарить частичку себя вместе с этим подарком детям с ограниченными возможностями. Всего получилось 16 новогодних шаров. Их уже начали раздавать малышам. Одной из первых свой новогодний сюрприз получила 7-летняя Саина Демьянова. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Ну, кстати, Новый год для тебя, Кать, в первую очередь, это что? Так, Новый год в первую очередь для меня, ну, наверное, елка, создавать какое-то настроение в квартире. Например, елочку или Снегурочку создавать. Но я думаю, что все-таки Новый год — это момент, когда вот мы все вместе в эти выходные можем собраться с друзьями, ну вот с людьми, которыми давно не виделись, с которыми у вас прочные связи вас объединяют. И вот, к слову, о прочных связях хотелось бы сегодня поговорить о сотрудничестве, международном сотрудничестве. Да, между Якутией и Кореей. Сегодня в нашей студии Ли Гюхван, председатель общества российско-корейского сотрудничества «Корус». Господин Ли, доброе утро. Вот. В эпоху пандемии, коронавирусной инфекции, которая нас всех настигла в 2020 году, все-таки многие международные отношения, они приостановились, как-то заморозились. Чего не скажешь, но ваш приезд, он подтверждает, что общество «Корус» продолжает поддерживать связи с Якутией. Вот расскажите вообще об обществе «Корус», что это? 코비드19 때문에 온 인류가 팬데믹 상황에 왔을 때 사실 저도 절망했었습니다. На самом деле, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, я тоже очень переживал по поводу развития нашего сотрудничества с Якутией. 하지만 우리가 포기할 수 없다고 생각했습니다. Но мы были уверены в том, что нам нельзя сдаваться. 그래서 우리는 가장 먼저 온라인 시스템을 구축하고 온라인으로
야쿠티아와 교류를 시작하게 했습니다. Поэтому мы постарались как можно скорее перестроиться на онлайн-режим и продолжить наше взаимодействие. 우리 코러스는 특별한 조직이 아니라 코리아와 러시아가 함께 활동하는 그런 단체입니다. Общество «Корус» нацелено на развитие сотрудничества между Россией и Республикой 우리 Корея. 코러스를 바라보고 있는 많은 사람들이 있기 때문에 그 사람들이 우리를 바라보고 있는 기대를 우리가 저버릴 수가 없었습니다. Очень много людей в Республике Корея надеются на развитие сотрудничества с Россией, и мы не можем предать их надежды, их ожидания. 아마 이렇게 노력했기 때문에 오늘 귀한 분들과 대화할 수 있고 또 많은 야쿠티아인들과 아침에 인사할 수 있게 됐다고 생각합니다. Возможно, из-за того, что мы в свое время не сдались во время пандемии, сегодня мы сможем с вами разговаривать. Но мы знаем, что общество «Корус» совместно с Якутией не в первый год сотрудничает. По каким направлениям ведется сотрудничество и какой опыт накоплен за это время? 우리는 많은 일을 계획하고 있고 지금까지 해온 일은 아주 작은 부분이라고 생각합니다. 우리가 많은 사람들을 만났는데 특히 착한 야쿠티아인들에 대해서 저는 관심이 많았습니다. 이제 그분들과 어떤 일을 계획할 때 그 일들을 통해서 우리 다음 세대 아이들에게 희망을 심어줄 수 있다고 생각을 했습니다. 그 일이 우리 코러스의 일이었고 그것을 통해서 처음에 어렵게 시작했지만 지금은 정부의 중요한 관료분들께서 우리를 도와주고 있고 또 그분들이 가지고 있는 코러스에 대한 기대, 야이센 니콜라이브 수바님, 또 장관님, 차관님들, 또 그밖에 많은 야쿠티아인들 그들과의 관계가 나에게는 대단히 소중하다고 생각합니다. 어제는 특별히 장애인들과 만났습니다. 그들 역시도 우리 코러스에게 있어서는 대단히 중요한 관심사입니다. На самом деле у нас очень много планов к дальнейшему сотрудничеству с Якутией. И то, что мы сделали до настоящего времени, это всего лишь, скажем так, верхушка айсберга. Поэтому впереди нас ждет очень много работы. И мы очень благодарны, что Якутия нас поддерживает. В целом наша деятельность направлена на то, чтобы молодые поколения, наши будущие поколения имели более выгодные условия для жизни, более надежные связи для того, чтобы они смогли стать жителями глобального мира. И за время уже пребывания здесь, в Якутии, вот вчера мы встретились с обществом инвалидов, с фондом Харысхал, и встретили множество добрых людей. И это очень приятно встречаться с теплыми якутянами, с жителями Якутии, у которых очень теплая душа. А что вам особенно в Якутии запомнилось? 가장 야쿠티아의 기억에 남는 것은 지구상에서 참 착한 민족 야쿠티아인들을 만났다는 것입니다. 그다음에 두 번째는 인류가 이렇게 집단을 이루고 생활하는 가장 추운 지역에서도 어떻게 이렇게 아름다운 문화를 만들고 또 어떻게 이렇게 아름다운 마음을 가지고 살 수 있었는지에 대해서 대단히 궁금합니다. 그런 모습들이 우리 코러스가 활동하는 에너지가 되었고 또 그런 것들을 한국과 또는 전 세계인들에게 이 야쿠티아를 알리는 것이 우리 코러스의 사명이다라고 생각하고 있습니다. Очень интересно то, что якутяне живут в таких достаточно сложных климатических условиях и вместе с тем сохраняют теплоту души, сохраняют культуру, поддерживают связи. И цель нашего общества «Корус» — это рассказать об этом как можно большим людям на земле, о смелости, о доброте, о теплоте якутян. Господин Ли, ну интересно узнать, какие планы у вас на этот визит? 지금 4번 질문하시는 거죠? 계획. 네. 저희 코러스 소사이티는 그동안에 정치, 경제, 문화, 사회 또 어떤 비즈니스까지 다양한 분야에 대해서 많은 사람들과 교류를 했습니다. 그런데 이번에는 특별히 한국의 KTPGA 또 그리고 한국의 어떤 비즈니스와 또 야쿠티아의 비즈니스가 서로 이렇게 교류할 수 있도록
하는 것이 중요하다고 생각을 했고 또 그것을 통해서 단순하게 코러스 소사이어티의 이규환만이 아니라 더 많은 한국인들이 더 많은 야쿠티아인들과 어떤 서로 교류를 할 수 있다면 우리 코러스의 활동의 시너지의 효과라고 저희는 생각을 합니다. 그래서 그런 일들을 위해서 이번에 여러 가지 일들을 계획하고 있습니다. За прошедшее время сотрудничества нашего общества с Якутией мы реализовали и инициировали множество разных проектов в сфере культуры, образования, успели установить деловые связи. И в этот раз с нами приехали представители Корейской ассоциации преподавателей профессионального гольфа. Мы планируем проработать возможности сотрудничества с якутскими компаниями. И в целом наша миссия — это не только останавливаться на деятельности одного общества Корус, но и привлекать сюда как можно больше деловых связей, представителей корейских компаний и расширять наше сотрудничество. 그래서 장애인들, 또 학생들, 문화예술인들, 또 그리고 기업인들 이런 다양한 분들과의 회담과 또 그것을 통해서 한국과의 어떤 더 깊은 교류, 특별히 한국의 유수한 어떤 영화 산업과 야쿠티아에서 또 영화를 하는 사하필름과 함께 공동으로 영화를 제작하고 야쿠티아 국제 관광 영화제를 개최하는 것이 이번에 방문의 또 중요한 목적이기도 합니다. В рамках предстоящего нашего текущего визита мы планируем провести ряд встреч с представителями культуры, представителями деловых кругов, образования, киноиндустрии. Также мы хотим проработать возможность организации Якутского международного туристского кинофестиваля и дальше развивать наши проекты. Ну, наверное, завершая беседу, можно спросить, да, 2022 год уже вот-вот скоро наступит. Какие планы на будущий год, на 2022? 내년이 야쿠티아 건국 100주년이라는 것을 알고 있습니다. 그래서 야쿠티아가 100년의 역사를 가지고 이제는 글로벌 세계에서 많은 사람들이 야쿠티아에 대해서 관심을 갖도록 하는 것이 가장 기본적인 저희들의 활동의 목표라고 생각합니다. 특별히 이제 내년에는 저희들도 100주년이기 때문에 Back in 야쿠티아라는 프로젝트를 가지고 야쿠티아로 돌아오라 하는 그런 프로젝트를 가지고서 야이세 니콜라이브 수바님을 비롯한 정부의 중요한 관료분들 또는 야쿠티아의 수많은 국민들 그리고 대한민국의 야쿠티아와 러시아에 관심을 갖고 있는 사람들과 깊은 교류를 이어가도록 하려고 합니다. Я знаю, что в следующем году отмечается столетие образования Якутской автономной социалистической республики, и нашей основной целью нашей деятельности является привлечение внимания со стороны мирового сообщества к республике, к культуре, к ее истории, потенциалу. И таким образом в преддверии столетия республики мы планируем Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Подходит к завершению первый этап масштабного проекта «Столетний план развития». Инициативная группа проекта побывала почти во всех районах республики и собрала больше 1000 предложений и идей от якутян. Своим видением на эту тему поделились и жители Якутска на стратегической сессии с участием главы региона. «Столетний план развития» – это большой совместный разговор жителей о будущем республики и ее роли в растущем глобальном мире. Инициаторами мероприятия выступили молодые специалисты, Министерство инноваций, печатные издательства и многие другие. Проект «Столетний план развития» является прототипом-продолжателем труда Платона Аюнского «Великий столетний план». Встреча в Якутске стала завершением первого этапа масштабного проекта. Итогом должен стать документ, который отразит общий прорыв всего населения. В преддверии столетия республики сказали ребята, у нас был столетний план. Его написал Платон Алексеевич Аюнский. Естественно, а что будет в следующие 100 лет? Надо спросить у кого? У населения. Да? Надо поехать по районам,
посоветоваться с людьми, о чем они думают, какие у них сейчас проблемы, ну и как они видят будущее своего района, себя вообще вот в общей стратегии республики. Я очень рад, что нам это удалось всю вот эту сборку сделать. И сейчас у нас очень много материалов, которые мы собрали из каждого района. И я вот хочу сказать, что это сегодня завершается первый этап именно сборки. Да, очень быстро люди входят вообще в проектирование будущего, да, и мне очень много, оказывается, вот республика разная. Промышленные районы, арктические районы, сельскохозяйственный, город Якутск, да. Но есть вещи, которые все-таки, вот меня что радует, есть вещи, объединяющие нас. То есть все хотят, конечно, здоровья, все хотят образования, все хотят сохранения экологии, все хотят сохранения традиций, да, то есть вот вообще понятие сохранения в будущее – это такая основная линия, которая, конечно, ну, в растяжке, скажем так, экология, промышленность – это вопрос, да, сохранение традиций, технологий, глобализация – это тоже вопрос. И вот как это все делать, это очень, ну, очень много интересных инсайтов. В Якутске подвели итоги кадрового конкурса «Таланты Якутии». Во время финального этапа 17 команд финалистов защитили свои проекты перед экспертной комиссией. В общей сложности в конкурсе приняли участие более 5000 человек. На протяжении 9 месяцев участники прошли обучение по 4 модулям. Помимо этого, они приняли участие в 4 вызовах. Основными критериями в выборе победителей являлись уникальность, востребованность, конкурентоспособность, наличие социального эффекта и охват населения. Победители конкурса получили грант главы республики на обучение в российских и зарубежных вузах. В нашем конкурсе приняло участие свыше 5700 человек. Они проходили отборочные этапы, это были дистанционные отборы, да? Они сдавали различные психологические тесты, вербальные, числовые способности проверялись, проверяли также знания на общие компетенции. Миссией конкурса «Таланты Якутии» является поиск и отбор лидеров нового формата, людей, которые могут созидать вокруг себя новые изменения, сообщества других лидеров, да? Люди, которые нацелены на позитивные изменения и могут стать драйвером развития нашей республики, а также создание сообщества единомышленников. На этом у меня пока все. Я с вами прощаюсь и отличного дня. 20 декабря, как мы уже сегодня сказали, по народному календарю отсюда начинается подготовка к Новому году, непосредственно к его празднованию и так далее. И в это же время, сейчас уже актуально, время актуальное, начинают появляться вот эти прогнозы астрологические на год, на целый год. Кать, как к таким прогнозам ты относишься? Ладно, прогноз на год. На год? Ну, положительно отношусь. Я стараюсь прислушиваться, ну и всегда настраиваю себя, там, несмотря даже на какие-то неприятные моменты, настраиваю себя позитивно. Но я вот годовым прогнозам верю не очень сильно, в отличие от ежедневных. Почему? Потому что, ну, никогда у всех знаков зодиака всегда такие все позитивные, никогда не было такого, чтобы у какого-нибудь знака зодиака там у вас все будет плохо. Вот, как-то так, и вместо вот этих «но» может быть проблема, а у вас «но» может быть приятное там-то, там-то, а так суммарно все плохо, но может быть приятное. Зато я знаю людей, у которых вот очень часто по окончанию года случается так, что они говорят, год был классный, замечательный, очень продуктивный. Ну, на самом деле, все сводится к тому, как ты относишься к тем или иным событиям. Какие события ожидают на этой неделе различных представителей астрологической, этой 12, пантеона 12 знаков, скажем так, узнаем прямо сейчас. Гороскоп на неделю в нашем эфире, традиционный понедельник. Поехали посмотрим. Овны. Возможно, бумажная волокита или сложное урегулирование финансовых вопросов. В среду и четверг гороскоп советует быть практичнее в плане денежных затрат. Не торопитесь делать покупки. К воскресенью у овнов спадет какое-то бремя в семейной жизни. Можно будет пообщаться и хорошо провести время. Начало недели у тельцов – время испытаний, проверки истинности намерений и планов. Это экзамен на твердость духа, умение находить компромиссы, на честность и выдержку. Контролируйте собственные эмоции и занимайтесь в течение рабочей недели не тем, чем хочется, а тем, что действительно необходимо.
В понедельник близнецам, согласно гороскопу, не рекомендуется обращать внимание на шутки коллег по работе. Сохраняйте спокойствие и окажетесь победителем. Цените время, не обязательно нестись, сломя голову, чтобы куда-нибудь успеть и сделать необходимое. Такой случай может повториться не скоро. Раки, денежные вопросы на этой неделе имеют фундаментальное значение, особенно с точки зрения бизнеса и карьеры. Вы будете избирательнее общаться, предпочитая мудрецов. Даже если вас научат хитрости, это будет не лишено вдохновения и понимания своей ответственности за все деяние. Для львов это во многом поворотная неделя. Гороскоп рекомендует не терять присутствие духа, когда неприятности следуют друг за другом и задуманное осуществляется, на ваш взгляд, слишком медленно. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. В конце недели львы смогут воплотить романтическое желание. Девы, первые 2 дня недели обещают массу серьезных дел, так что в ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что некоторым из вас предстоит выслушать чье-то откровение. Сохраняйте услышанное, да и сам факт такого разговора. Вам будет признательны за это. Некоторых весов могут попросить о секретной услуге, знать о которой будете только вы и проситель. Среда будет богата на события, связанные со скрытой деятельностью. Вы встретитесь с людьми, которые порадуют своими эмоциональными порывами, но и расстроят нарушением обещаний. На этой неделе для некоторых скорпионов удачным приобретением станут столы, барные стойки, журнальные столики, подносы на ножках. Все, на что можно будет поставить пиалу с супом, горшочек с тушеной картошкой для плотного обеда или бокал вина для романтического ужина. Стрельцы. Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения удачных сделок. В середине недели вам не мешало бы обратить внимание на собственное здоровье. А еще лучше пройти полную диагностику у хорошего специалиста. Козероги, направьте свои силы на повышение интеллектуального уровня. Встречи будут важными. Они позволят своевременно получить интересующую информацию и обрести новые возможности. Вероятно, неожиданные поездки или участие в каких-то новых творческих разработках. В течение всей недели Водолеем продолжает вести. Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успехами в профессиональной деятельности, стабильностью финансового положения. В личной жизни Водолеям следует проявить сдержанность, хотя возникает желание проявить чувства. Рыбы, постарайтесь быть внимательнее к своим партнерам, учитывая их интересы. Окончание недели подходит для приобретения товаров, связанных с получением и сохранением денег. Предметы, необходимые рыбам для работы, кошельки, монетницы, сейфы. Все это может стать прекрасной покупкой. Вообще, я считаю гороскоп как хорошему верь, нехорошему не верь. Нехорошее это все обманывает. Ну а вообще, да, час нашего эфира пролетел незаметно, Паша, впрочем, как и всегда. Надеемся, что мы подарили вам чуточку тепла, уюта, настроения. Пусть так будет каждый день. Да, ну и на самом деле будем думать, что настроение у вас будет милым, веселым, как у собачек замечательных, которых мы вам сейчас покажем, которые беззаботно катаются на горке, у них праздник, радость, веселье. И мне кажется, с таким настроением нужно понедельник проводить. И желаем вам тоже так же радоваться, так же веселиться. Даже если вы работаете весь день, все равно радуйтесь, потому что вы что-то делаете. Это прекрасно. Самое лучшее, что может быть в жизни человека, это то, что он что-то делает, он важен.